Шумшбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 5-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза-Базжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки абазов» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза-Базжа и Алашара во всех социальных сетях, а также на официальном канале Алашара на YouTube. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами выучим пословицу, освоим еще раз простой диалог, и после того, как мы освоим с вами простой диалог, еще раз пройдемся по концепции, по грамматике, вспомним и закрепим, как правильно представляться на родном языке. Так, сегодня еще раз повторим, как пословица на абазинском языке. Пословица на абазинском языке ажаж. Сразу обращаем внимание на звук «ж». Звук «ж» пишется как «жив», правда? Сразу запомнили его, обратили внимание и пошли дальше. Сегодня мы еще с вами будем повторять названия абазинских аулов. Как сказать название аулов на абазинском языке? Акытква, рехизква. Значит, сразу обращаем внимание на звук «к» в слове «кытква», пишется как «кв». И сразу обращаем внимание на звук «х» в слове «рехизква», пишется как «х» мягкий знак. И звук «к» в слове «рехизква». Вот. И получается у нас акытква, рехизква. Да? Давайте сразу запишем все, что мы видим на экране, запишем слово ажаж, которое переводится как пословица, и запишем еще выражение акытква рехизква, чтобы мы с вами сразу не только прочитали, потренировались, не только запомнили, как пишутся абазинские звуки, а еще сразу потренировались в написании слов. Это очень важно. Ажаж – пословица. Акытква, рехизква – название аулов. Так, приступаем. Сначала пословица. Кара и пшва емвя лашараб. Кара и пшва емвя лашараб. У смотрящего далеко путь светел. Или другими словами... дорога открыта у того, кто заботится о будущем. Да? У смотрящего далеко путь светел или дорога открыта у того, кто заботится о будущем. Теперь звук «х» в слове «кара» пишется как «х» твердый знак. Звук «х» в слове «кара» пишется «х» твердый знак. Обращаем сразу на него внимание. Давайте «карай», «шва», «емвя». Звук «г» в слове «емвя» пишется как «г», палочка «в». Звук «п» в слове «лашараб» пишется как «п», палочка. Карай шва емвя лашараб. У смотрящего далеко путь светел. Дорога открыта у того, кто заботится о будущем. Давайте перепишем эту пословицу. Карай шва емвя лашараб. Пишите, не ленитесь. Мы с вами знаем, что именно наш с вами постоянный труд, а именно переписывание, и является залогом успеха. Да? Чем чаще мы пишем, чем чаще мы тренируемся,
тем лучше у нас с вами будет прогресс. Молодцы. Так, давайте писать. Теперь мы с вами будем считать, что выучили эту пословицу. Приступаем к повторению аулов, названия аула. Первый аул в нашем списке – аул Гом. На русском языке это аул Красный Восток. Значит, смотрите, какой интересный звук нам встречается. Звук Г. Пишется звук Г как ГВ. Есть, я вам подготовила подсказку. Гом. Этот звук Г, как в слове сердце. Как слово сердце на абазинском языке. Г. Получается что? Г. Г, в смысле сердце, да? И Г, гом. Очень легко запомнить, да? Запомнили, молодцы. Вы не просто слушайте, не просто запоминайте, давайте будем с вами еще писать. Следующий аул, аул Койдан. На русском языке звучит как аул Койдан. Интересный звук в этом слове. Звук О. Звук О пишется как К, твердый знак В. Койдан. Давайте запишем. Для того, чтобы нам с вами легче было запомнить этот звук, у нас есть слово подсказка. Фасоль. Да? Кто помнит, как на абазинском языке фасоль? Од. Од. Койдан. Од. Койдан. Да? Очень легко запомнить. Следующий аул Бина. Бина. Здесь тот же самый звук, но мы его все равно повторим. Итак, звук О это К, твердый знак В. О. Здесь у нас еще одно слово подсказка подготовлено. Это наседка. Как сказать на абазинском языке наседка? Арт. Да? О. Арт. О. Бина. Еще раз запомним, повторим. Звук О пишется как К, твердый знак В. Карапагуа. Карапагуа. Звук К пишется как К, твердый знак. Звук Г. Здесь мы еще встречаем, пишется как ГВ. Звук Г мы проходили, когда учили, когда мы вспоминали название аула Гом. Г, Гом, Г, Г, сердце. Да? Здесь, в этом слове, нам надо обратить внимание на звук К, твердый знак. К, Карапагуа. Слово подсказка у нас гусь. Как гусь на абазинском? Каз. Каз. Карапагуа. Каз. То есть очень легко, да, запомнить теперь этот звук. Каз. Карапагуа. Звук К пишется как К, твердый знак. Молодцы, молодцы, пишите. Чем чаще мы пишем с вами, тем лучше у нас с вами успехи. А нам нужны только самые лучшие успехи, правда? Нам средненькие неинтересные. Следующий аул, аул Псыж. Аул Псыж на русском языке звучит как аул Псыж. Значит, какой звук здесь нам с вами интересно разобрать? Звук Ж. Пишется как звук Ж, как две буквы Ж, В. Ж, В. У нас есть слово подсказка для того, чтобы запомнить звук Ж. Это корова. Корова на абазинском Ж. Ж. То есть, когда мы захотим вспомнить, как пишется звук Ж, мы сразу вспомним такую веселую корову и вспомним, как пишется этот звук. А пишется он как Ж, В. Легко и просто. Следующий аул Енджигчкон. 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 На русском языке звучит как аул Инжитчукун.
в названии этого аула мы встречаем сразу несколько очень интересных звуков. Да, в первую очередь звук «дж» пишется как «дж» мягкий знак. Потом встречается еще звук «г», который пишется как «г» мягкий знак. Потом мы встречаем еще звук «о», который пишется как «к» палочка «в». Но эти звуки нам просто как бы обратить на них внимание нам надо, а запомнить нам нужно звук «дж». Подсказка для этого звука у нас вот какая. Джма. Дж, джма, дж, янджегчкон. Да, запомнили. Давайте запишем янджегчкон. И еще мы запишем джма. Янджегчкон, джма. Угу, молодцы. Следующий аул, аул Албараган. Албараган. Значит, здесь, на русском языке звучит так. Аул Эль-Бурган. Эль-Бурган. Значит, какой интересный звук мы здесь встречаем? Звук «г». Звук «г». Подсказка нам для этого звука слово «гапн» – весна. Значит, «г» – «гапн», «албарган» – «г» – «гапн». Молодцы, молодцы, пишите, пишите. Албарган, гапн. Легко запомнить, да, сразу становится г, гапн. Звук г пишется как г палочка. Следующий аул, аул Апсуа. На русском языке пишется как аул Апсуа. Дальше пишем. Следующий аул разберем. Аул Хожду. Аул на русском языке звучит так. Аул Старокувинск. Значит, здесь какие интересные звуки нам предлагает название этого аула? В первую очередь звук «хо», дальше звук «ж». Значит, смотрите, звук «хо» пишется как «х» твердый знак «в», звук «ж» пишется как «ж» «в». Звук «хо». Нам здесь нужно обратить внимание и запомнить именно этот звук. Подсказка для этого звука у нас слово «гриб», но на абазинском языке. Давайте вспомним, как говорим «гриб» на абазинском языке. Хуарб, да? Хуарб, молодцы. Все, кто пишет, все молодцы. Хуарб, значит, получается что? Хожду. Хуарб. Звук х твердый знак в. Молодцы. Еще один аул Хожчкон. Хожчкон на русском языке. Аул Новокувинск. Аул Новокувинск. Значит, смотрите, здесь какие интересные звуки. Звук х, звук ж и звук о. Хожчкон, да? Здесь звук «х» и звук «ж» нам уже знакомы, поэтому мы с вами остановимся на звуке «о» и попробуем его запомнить с помощью слова «комж». Что такое «комж»? Это национальная мужская абазинская одежда. Комж. Комж. Теперь, когда нам нужно использовать звук ко где угодно, написать, прочитать, мы сразу вспоминаем комж. К палочка в. Комж. Записывайте. Хожчкон, комж. В слове комж мы еще встречаем снова звук ж, но нам он уже знаком, мы его узнаем. Звук, который состоит из двух букв ж, в. Еще один аул Малабазинка. Звук к здесь нас интересует, да? На русском языке этот аул звучит как аул Малоабазинск. Слово помощник нам
В этом случае карма, да? К карма, калина. К карма. Давайте запишем. Малабазинка к карма. Звук к пишется как к палочка. Очень легко его запомнить. К карма, к малабазинка, к палочка пишется. Еще один аул абазахабля. Абазахабля. Да? Значит, на русском языке звучит как аул абазахабль. А на абазинском мы говорим абазахабля. Слово подсказка у нас какая? Ха. Мы хотим здесь запомнить звук х, который пишется как х-палочка. Подсказка груша. На абазинском звучит как ха. Абазахабля. Ха. Х. Ха. Да? Х. Палочка. Вот как пишется этот звук х. В слове абазахабля есть также звук л, который тоже легко запомнить. Пишется он как л, мягкий знак. Последний аул, который мы сегодня с вами будем повторять, это аул тапанта. Тапанта. На русском он звучит как аул тапанта. Значит, смотрите, для того, чтобы нам с вами запомнить звук т, у нас есть слово помощник тахва. Тахва, ягненок, да? Тахва. Итак, смотрите, тапанта, тахва. В слове тапанта есть еще, обратите внимание на звук п, который пишется как п, палочка, а в слове тахва обратите на звук х. Обратите внимание на звук х, который пишется как х, в. Молодцы, отлично поработали. Теперь давайте с вами повторим. Давайте повторим название абазинских аулов и сразу будем обращать внимание и на звуки, которые здесь выделены цветом. Я буду сейчас их зачитывать, а вы повторяйте за мной. Гом, айдан, кубина, карапагуа, псыж, малабазинка, тапанта, инджигчкон, калбран, апсуа, кожду, кожчкон, абазахабля. Давайте еще раз прочитаем и повторим. Гом, айдан, кубина, карапагуа, псыж, малабазинка, тапанта, инджигчкон, албран, апсуа, кожду, кожчкон, абазахабля. Угу, молодцы. Отлично. Теперь у нас с вами по плану мы с вами разберем простые диалоги, вспомним, как они составляются. Повторение, как говорится в пословице известной, мать учения. Поэтому давайте повторим диалоги. Прежде чем мы приступим к диалогам, давайте вспомним фразу на абазинском. Давайте познакомимся. Шахай хабашырдыр. Шахай хабашырдыр. Значит, в слове шахай два интересных звука, да? Звук ш и звук г. Звук ш пишется как шв, звук г пишется как г, палочка. В слове хабашырдыр звук х пишется как х, палочка, звук ш пишется как ш, в. Шахай хабашырдыр. Так на абазинском говорят. Давайте познакомимся. Итак, давайте и правда знакомиться. Уабау, апсуа. Ты откуда? Имеется в виду, из какого аула? Из Апсуа. Значит, еще раз вспомним. Когда мы спрашиваем уабау, когда мы обращаемся к мужчине, да? Как мы узнаем, что это относится к мужчине? Потому что у нас в начале буква У, да, это идет от местоимения уара, ты. Правильно? Уабау, Апсуа. Ты откуда? Из Апсуа. Бабау, Псыж-сауа. Ты откуда? Я из Псыжа. Значит, если мы хотим спросить у девушки, откуда она родом, из какого она там села, города, мы спрашиваем Бабау,
Здесь звук «б» напоминает нам о местоимении «бара», «ты». Да? Местоимение «бара» – «ты» по отношению к женскому полу. Бабау, псыж, сауп. Обратите сразу внимание на звук «ж» в слове «псыж». «Ж» пишется, да? И звук «п» в слове «сауап». Звук «п» пишется как «п» – палочка. Бабау, псыж, сауап. Давайте писать. Не забывайте, что это очень важно для нас с вами. Бабау, псыж, сауап. Ты откуда? Я из Псыжа. Рустам, Мурат, Дабау, Албыран, Дауап. Рустам, Мурат откуда? Из какого аула имеется в виду? Он из Эльбургана. Значит, здесь, чем интересен этот диалог? Мы с вами здесь запоминаем конструкцию. Как спросить у третьего лица о ком-то мужского пола, да, откуда он родом. Мы спрашиваем у какого-то человека: Рустам, Мурат, Дабау. Почему мы здесь используем вот Дабау, да? Причем, что интересно, если бы мы спрашивали о девушке, мы тоже использовали бы слово «дабау». Здесь нет вот различия по половому признаку. Рустам, Мурат, Дабау, Албырган, Дауаб. Албырган, звук «г» очень интересен для нас. Мы обратим на него внимание. Пишется он как «г» палочка. Дауаб. Здесь интересный звук «п», «п» палочка. Молодцы, давайте будем писать, не стесняйтесь, пишите. Теперь еще один интересный, значит, диалог разберем. Рима, Муслимат Дабау, Таб Анта Дау. Рима, Муслимат откуда? Имеется в виду из какого аула? Она из Дапанты. Здесь этот диалог тоже чем интересен, он подтверждает прошлый диалог, да, вот здесь речь идет о девушке. Там речь шла о парне, здесь речь идет о девушке, и мы все равно используем слово «дабау», когда хотим узнать о ком-то, о третьем лице, да, откуда он. Мы спрашиваем у нашего собеседника про другого человека и спрашиваем, откуда этот человек. И неважно, этот человек мужчина или женщина, мы можем использовать слово «дабау». В ответ мы можем сказать «тапанта дауап». Мы берем, значит, название города или деревни или села и прибавляем слово дауап, когда мы говорим о ком-то. Дауап. Молодцы. В общем, вот такие простые диалоги мы с вами сегодня разобрали. Ничего сложного, просто нужно их запомнить. Эти конструкции действительно простые. Сейчас мы с вами еще немножко вспомним, как надо представляться на родном языке. Это тоже очень просто, и мы это проходили и прежде, но сейчас нам важно повторить. Итак, как сказать «меня зовут так-то»? Сара, Сехез, предположим, вас зовут Мурат. Мурат, да? Мы берем местоимение «я», Сара. Дальше мы берем слово «мое имя», да? Сехез, переводится буквально как Сехез, «мое имя». Дальше мы берем, собственно, свое имя и прибавляем к собственному имени звук, частичку «п». Частичку «п», которая пишется как «п» палочка. Запомнили. Обратите внимание на звук «х» в слове «сэхэз», «х» мягкий знак, и звук «п» пишется как «п» палочка. Сразу разберем уже на конкретных примерах. Сэхэз Мурат П. Уарашта Сара Сэхэз Марат. Меня зовут Мурат, а тебя? Меня зовут Марат. Сэхэз Мурат. То есть то, что мы сейчас с вами учили, Сара, Сэхэз, Мурат. Возможно, еще и короткая форма. Просто Сэхэз, Мурат. Неважно, женское имя или мужское, просто любое имя мы берем. И когда представляемся, мы просто берем свое имя и прибавляем частичку «п». Значит, здесь Сэхэз, Мурат. Когда мы хотим спросить, а тебя как зовут? То есть кратко, да, а тебя? Если мы обращаемся к мужчине, мы говорим «Уарашта». И вот нам отвечают «Сара Сэхэз Марат».
То есть наш собеседник в данном случае использует полную форму вот этой конструкции, как представиться, да? Сара, сехез, марат. Давайте обратим внимание на звук х в слове сехез, х мягкий знак, и звук п, который нам здесь встречается. Пишется звук п как п, палочка, да? Сейчас разберем на примере, вот, когда речь идет о девушке. Смотрите, сехез фарида барашта сара сехез марьят. Меня зовут Фарида, а тебя? Меня зовут Марьят. Итак, сехез фарида. Видите, она прибавляет частичку п, потому что она правильно, хорошо владеет родным языком и правильно строит эти грамматические конструкции. Сехез фарида. Она использует краткую форму вот этой конструкции. Она тоже верная. Она могла бы сказать сара сехез фарида. А она предпочитает сказать сехез фарида. Тоже правильно, тоже допустимо. И теперь она хочет узнать, а как же зовут ее собеседницу. И использует краткую форму. Барашта, которая буквально переводится как «а тебя?». И в ответ ей отвечает девушка и использует полную форму, да, конструкции того, как представиться. Сара, сехез, марьят. Всегда, когда мы представляемся, мы прибавляем к своему имени частичку «п». Это грамматически верно и правильно. Обращаем тоже сразу внимание на звук «х», который пишется как «х», мягкий знак, и звук «п», который пишется как «п», палочка. Да? Еще раз прочитаю, теперь вы повторяйте за мной. Сехез Фарида барашта сара сехез марьят. Меня зовут Фарида, а тебя? А меня зовут Марьят. Итак, в общем-то, вот и подошло к концу наше сегодняшнее короткое занятие. Я думаю, так нам с вами будет интереснее и результативнее заниматься, потому что мы вроде как и не устали, и в то же время выучили кое-что важное. Да? Сегодня мы с вами вспомнили название аулов, выучили пословицу, потренировали, как составлять правильно диалоги, обратили внимание, что нужно говорить и использовать, когда мы обращаемся к девушке, когда мы обращаемся к мужчине. Вспомнили, как, значит, нам нужно представляться на абазинском языке. Вспомнили, что есть полная и краткая форма этой конструкции. Поэтому, я считаю, мы с вами отлично сегодня позанимались. Вы все молодцы. И я вам хочу напомнить, что все, кто ведет свои записи, очень важно их просматривать как можно чаще. То есть, когда дело касается обучения, в приоритете регулярность вместо того, а не продолжительность. То есть 3-4 минутки в день лучше, чем полчаса в неделю. И еще раз хочу напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте, опять же, подписываться на YouTube-канал Алашара, там тоже все новинки. Так, вот на этом я с вами прощаюсь. Аллах душ заразхат, абзира кошшамаз.